Теперь в 2022 году Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия Академии наук Абхазии издал работу всем вам известного Петра Куцния «Ажратшрака, Аеврака, Хылцштрака, Апсуар биосоциал и Лаза Ашетцара Апышера». Значит, русский перевод там вы все равно видите. Он, значит, приводит, назван автор привода, и генеалогическое древо представителей фамилии рода Гривапш, проживающий в селе Колдахара Гудаутского района. Вот здесь это, значит, генеалогическое древо вы видите. Дальше. К данной схеме он поясняет следующее. Тхасоу сын Ташиба Колдахара пи Гривапша, Ташибу и Пат Хасоу и Хылчтра. Янцан Колдахара кытын юнуски в ваших сырзым, Гривапш Миша Шрифипа, Зкифи Жохбышкса Рзадиит и Хамтана. Уи злей хузала, Ерхой Хахан, Ажулах Згривапша Захка Загара, Апшка Дезнерца Обха. Ажла Зхамызын Хаик Юнатад Дит Ацей. Аб Уизен Якайцейт Агарачец, Ацлхапша, Ацламча Ялхна. Убряпшка Агарахапш Дешгара Занибан Хвихлапшо Зайхаба, Агарапш Воюха, Агарапшаха, Ажла Рхити. Тапыт конца Аштах Гривапша Ах Еси Ажла Ахаша. Гривапша Рацунин Хойт, Терктулан, Уртыз Хулцыз Ташигуй Патра, Амхаджирия Газроб, Зензавайкуб Ханижежба Ракаратзы. Лзаных Ямцын Хойт, Ажир Рамацым, и Псалман Шопа Хамшапы Парцойт, Мшара Сирому Памчуша, Уячно, и Лацом, и Дзахом, Анышарквам, Рырох Испхнра Ашха и Карцун, Вака Гылартас, Херта Сириман, Ашха, Ацепях, Хаксер Гулус Издердзум Саташимцен, я же, Яшимку из Хозер Губган Сашимцен. Рицанеюс. Таким образом, со слов информатора Миши Гривапш, 1925 года рождения, изначально фамилия Гривапш звучала как Агарапш, Агарапша, и произошла она от названия абхазской детской люльки Агара, а через какое-то время преобразовалась в Гривапш. В 2014 году мною были опубликованы данные метрической книги церкви Святого Георгия села Блабруха, а это соседнее с Колдахарой село, за 1899 год. В списке принявших таинство крещения в названной церкви в 1899 году указана Грабш Лиза Тахсовна, 1897 года рождения, из села Колдахара. Значит, дореволюционные метрические книги, друзья мои, когда я писал эту статью, они хранились в архиве Министерства юстиции Республики Абхазия. Это ценнейший материал, слава богу. Затем, после моих публикаций, этот архив забрали в Государственное архивное управление. Они отреставрировали все эти книги, там их очень много, и сделали, значит, оцифрацию. Теперь можно, я уже устал это говорить каждый раз, что можно писать и кандидатские, и докторские на основании вот этих больших, очень больших материалов. Например, не нужно спорить о том, как грузинское население появилось в Сухуми, там все прописано в этой метрической книге, из какого района, конкретного района Грузии эти люди пребывали и принимали здесь крещение, оставались. Дальше. В генеалогическом древе представители фамилии род, который опубликовал Петр Квицинин, вот я красным выделил, как раз мы встречаем Итхасова и, значит, дочь, которую звали Зиза. Соответственно, судя по всему, Грабш Лиза Тахсовна, о которой речь идет в этой метрической книге, и Гривапш Зиза Тхасауовна, одно и то же лицо. Имя Лиза – сокращенная версия библейского имени Елизавета, которое могло быть дано при крещении. Имя Зиза также библейского происхождения, однако его носили только мужчины. Очевидно, информатор Петра Куцния, Миша Гривапш 1925 года рождения, мог неправильно вспомнить. Запись данных проводилась в 2006 году, имя Зизы Гривапш. Что касается имени отца Лизы, то в метрической книге оно указано как Тахс, очевидно от абхазского Тахсу, может быть и Тахсов, в то время как вышеназванный информатор дает
Тхасоу, Тхасоу. Сложно теперь определить, кто допустил ошибку. Либо те, кто вел запись метрической книги, либо же информатор Петра Куцния. Дальше. Наибольший интерес, безусловно, и это тема моего, собственно говоря, выступления, вызывает форма написания фамилии Гривапш в записи метрической книги за 1899 год Грабш. Очевидно, что такая форма и была изначальной. По всей вероятности, об этом свидетельствует и сопоставление с такими известными абхазскими фамилиями, как Трапш, как Капш. Далее, было бы интересно узнать, как указывают свою фамилию представители фамилии Гривапш, проживающие на территории современной Турции. Петр Гвициня, я уже его цитировал, он говорит, что там проживает более 60 дворов. Итак, мы можем с наибольшей долей вероятности полагать, что изначальной формой фамилии Гривапш была Грабш. В советское время фамилия стала фиксироваться на русском языке как Гривапш, что вполне понятно. В постсоветский период попытки возвращения звучания абхазской фамилии к исконному и привело к появлению формы Груапш, что нашло свое отражение и в вышеуказанной работе Петра Куцния. Итабуб, спасибо за внимание. Единственное, чем я хочу завершить, понимаете, если промежуточное расстояние между записью этой фамилии, значит, в 1898 году и записью самих представителей о том, как эта фамилия образовалась, прошло всего лишь 100 лет, мы видим вот такое кардинальное изменение. И мне очень сложно иногда воспринимать, когда вот это временной разрыв порядка 2-3 тысяч лет, и мы, значит, на основании данных фольклора или этнографии 20 века реконструируем нашу историю времен хатов, хетов, я не знаю, там еще глубже. Да? Здесь мы буквально, все эти люди, родственники, все практически, можем сказать, жили в одно время. Может быть, 2 поколения максимум прошло, они уже сами не помнят, как изначально их форма фамилии звучала, и, значит, а мы делаем разные выводы. Поэтому это маленькое сообщение, еще одно подтверждение того, что приоритет для исторической науки, ее никто не отменял, это письменные памятники в любой форме. Значит, письменные памятники, письменные свидетельства, письменные документы, в данном случае метрические книги, которые, я надеюсь, вот студенты здесь присутствуют, кто-то ими серьезно займется, потому что у меня, к сожалению, на это не хватает времени. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, пожалуйста. Этимологические толкования. Да. Родового